Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкили, и новый выпуск Nocta Live. Сегодня пятница, и, как обычно в это время, мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. На этой неделе многих позабавило заседание Народного собрания, которое больше походило на партсобрание времен Советского Союза, где песочили коллег за непристойное поведение, тунеядство, пьянство или что там еще считалось недостойным поведением советского человека. Депутаты собрались выразить свое недовольство деятельностью Константинова и Гуцул, и многие говорили вроде рациональные и правильные вещи, и вроде подводили к правильным выводам, и даже озвучивали их. И каждый раз, когда они произносили правильные слова, за которыми должны были последовать соответствующие действия, депутаты почему-то сворачивали куда-то не туда. Какие действия, с моей точки зрения, должны были последовать после этого заседания, я скажу чуть позже, в конце этого выпуска. Но для начала прокомментируем основные выступления или заявления, прозвучавшие на этом заседании. Заседание было инициировано группой депутатов. В повестке дня был один-единственный вопрос о социально-экономическом положении и политической ситуации в АТО Гагаузии. По сути, инициаторы заседания собрались выразить свое недовольство действиями спикера НСГ Дмитрия Константинова и Евгении Гуцул, которая занимает место Башкана. Все, что говорилось на заседании Народного собрания, по сути, правильные вещи. Но такие же правильные вещи мы слышали в те самые 2 месяца, когда Народное собрание не утверждало исполнительный комитет, предложенный Илоном Шором. Но, как оказалось, впоследствии эти правильные слова, которые звучали от депутатов все 2 месяца, служили только для повышения ценника за голос в поддержку исполкома Шора. К чести депутатов-социалистов, они за этот исполком не голосовали. Но что это меняет? И мы не знаем, может, они посчитали, что сейчас настал их черед задрать ценник. Я прихожу к такому выводу, потому что за этими громкими и, казалось бы, правильными словами не последовали действия, соответствующие этим громким и правильным словам. Наверное, самые правильные слова прозвучали от депутата от партии социалистов Елены Юрченко. Давайте послушаем. Извините, как сегодня что-то требовать, когда заведомо мы с вами знаем, что Башкан Гагаузии баллотировалась от партии, запрещенной в Республике Молдова, и лидер партии осужден в Республике Молдова на 15 лет. Какой уважающий себя дипломат, какая уважающая себя страна будет вести диалог с организованной преступной группировкой? Поэтому я вижу выход, уважаемые коллеги, только один. Я вновь призываю Башкана Гагаузии добровольно сложить в себя полномочия, председателю Народного собрания Гагаузии, потому что они с ситуацией не справились. Мы катимся в пропасть, и мы в нее упадем. Госпожа Юрченко, что значит не справились? Не справились с чем? Это как получается? Вы понимали, что приход Шора к власти в Гагаузии приведет к этой ситуации, но надеялись, что Гуцул и Константинов вырулят? Что, так получается? Извините, но они никак не могли справиться с этой ситуацией, учитывая их политический и интеллектуальный потенциал, а также учитывая, что за ними стоит Шор. С такими исходными данными эти люди никак с этой ситуацией справиться не могли. Они стали причиной сложившейся ситуации. Елена Юрченко не единственная, кто высказывала подобные мнения и так эмоционально. К такой же риторике пришли или с такой же риторикой выступали ее коллеги по фракции Иван Димитрогла и Леонид Кася, а также беспартийные депутаты Тарнавский и Чимпаеш и некоторые другие депутаты. Все пришли к выводу, что из-за действий Константинова Гагаузия оказалась в изоляции. Все отметили, что Константинов стал нерукопожатным ни для центральных властей, ни для международных партнеров. Елена Юрченко, например, поделилась тем, какое унижение пришлось пережить депутатам Народного собрания на приеме в посольстве Турции в честь столетия Турецкой Республики. Давайте послушаем. Мы с вами были свидетелями мероприятия в турецком посольстве ко дню столетия образования Турции. Скажите, пожалуйста, вам было приятно? Когда мы зашли с вами в зал, тогда, когда уже с подиума ушли даже музыканты. Вот это ответственность тех людей, которые решили, что они могут управлять Гагаузией.
И все согласились с тем, что с таким председателем и Башканом Гагаузия катится в пропасть. Однако были и те, кто всю вину за ситуацию в Гагаузии возложили на Кишинев. И по традиции призвали международных партнеров защитить Гагаузию только непонятно от кого. От самих гагаузов, от депутатов Народного собрания или от Шора. Справедливости ради, надо признать, что если кто-то и подвел Гагаузию, как выразилась Елена Юрченко, к пропасти, так это сами гагаузы, которые проголосовали за табуретку Шора Гуцул, и те же 22 депутата НСГ, утвердившие исполком Шора, передав таким образом Гагаузию в концессию беглому преступнику, осужденному на 15 лет за кражу миллиарда из резервов Национального банка. После того, как были высказаны основные аргументы недовольных действиями Константинова, слово взял вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу, председательствовавший на этом заседании. Почему мы обращаем внимание на слова Георгия Лейчу? Ну, во-первых, потому что его заявление состояло в основном из манипуляций, а порой и откровенной лжи, но также и потому, что это была явная попытка перевести стрелки и обвинить Кишинев в той ситуации, в которой оказалась Гагаузия. Давайте посмотрим первый отрывок из его выступления. Я абсолютно согласен с постановкой вопроса, который озвучили коллеги, обозначив, в связи с чем мы оказались в той ситуации, в связи с чем наша автономия находится на грани экономической блокады, финансовой экономической блокады. Ну, во-первых, хотелось бы спросить у Георгия Лейчу, знает ли он, что такое экономическая блокада? Наверняка знает, но надо же надавить на эмоции. Например, если спросить у Гугла, что такое экономическая блокада, то он выдает несколько вариантов. И ни один из этих вариантов не подпадает под то, что происходит сейчас в Гагаузии. Никто не блокирует транспортные пути в Гагаузии, никто не бойкотирует товары, произведенные гагаузскими предприятиями, и никто не запрещает ввозить в Гагаузию товары. Экономика региона как функционировала, так и функционирует. И мне, например, сложно представить, как Кишинев может заблокировать деятельность отдельно взятой административно-территориальной единицы в составе Республики Молдова. Как господин Лейчу себе это представляет? Насколько мне известно, правительство страны не прибегало к экономической блокаде даже в 90-е, в бытность самопровозглашенной Гагаузской республики. Но Георгия Лейчу ничего не смущает и не смутило в его словах, и он продолжил череду неудачных метафор, присвоив приспешникам Шора в Гагаузии, а по сути и самому Шору, звание сторожа гагаузского бюджета. У нас крадут 120 миллионов леев. И мы говорим, что виноват охранник, а не вор, который украл. Хоть имя Шора здесь и не прозвучало, но для меня совершенно очевидно, что Башканом и исполнительным комитетом Гагаузии управляет именно Илон Шор. А значит, он же распоряжается бюджетом Гагаузии. И оставлять в распоряжении Шора бюджет Гагаузии — это все равно, что доверить лису сторожить курятник. И кто же вам виноват, уважаемые господа депутаты, из числа сторонников Константинова и Шора, что вы взяли в охранники бюджета Гагаузии вора, который уже ограбил страну и, судя по всему, не раз? Ну, а то, что мы услышали дальше, в моей голове никак не укладывается. Давайте послушаем. В настоящем времени атаки на права гагаузского народа приобрели более опасный, откровенно дискриминационный характер, мы считаем, по национальному признаку. Центральные власти, контролируемые правящей партией, из мести, об этом его представители публично заявляют, только из-за того, что население Гагаузии, состоящее в абсолютном большинстве из гагаузов по национальности 83,8%, не проголосовало за данную партию на парламентских и президентских выборах, а в этом году на выборах Башкана Гагаузии проголосовало и избрало в качестве главы лицо, неприемлемое для действующих центральных властей страны, умышленно заблокировали участие гагаузских властей в формировании руководящего состава таких важных управленческих органов автономии, как прокуратура, полиция, безопасность. Тут стоит обратить внимание на то, что эти слова произносит никто иной, как генерал юстиции Республики Молдова, 10 лет подряд проработавший главным прокурором Гагаузии. Георгий Лейчу в своем выступлении и в своем потоке сознания ни разу не упомянул тот факт, что Гагаузией фактически управляет Илон Шор.
Кто такой Илон Шор, мы знаем, не будем повторяться. Георгий Лечу напирает на то, что Кишинев отбирает у Гагаузии полномочия, но ни разу не обращает внимания на то, что полномочия Гагаузии сегодня не принадлежат Гагаузии и гагаузскому народу. Они сегодня фактически отданы в концессию Илону Шору и политическим проходимцам в Народном собрании, поддерживающим Илона Шора. И уводить внимание людей от этого факта – это самое большое политическое преступление против Гагаузии, которое может совершить гагаузский депутат. Вместо того, чтобы кричать на каждом углу о том, что Гагаузией управляет беглый преступник, Лечу защищает право беглого преступника формировать органы правопорядка и безопасности в Гагаузии. Кандидаты на должность начальника УВД, Управления юстиции, Службы информации и безопасности и главного прокурора Гагаузии предлагаются либо главой Гагаузии, либо Народным собранием. Мы же не настолько наивны, чтобы поверить в то, что Шор не будет влиять на свою табуретку в кресле Башкана и купленное большинство в Народном собрании в вопросах выдвижения главы силовых структур Гагаузии. Шор, по большому счету, это и не обещает. Ну и про страшную месть Кишинева якобы за то, что гагаузы не проголосовали за Майю Санду 3 года назад. Это продолжение риторики Ирины Влах, которая не подкрепляется фактами. Бюджетные отчисления как шли в Гагаузии, так и идут. Большие инфраструктурные проекты как реализовывались, так и реализуются в Гагаузии. Примарии Гагаузии получают доступ к национальным программам, так же, как и примарии других районов страны. Месть Майи Санду гагаузам существует только в фантазиях и риторике гагаузских политиков, которые постоянно размахивают топором политической войны перед Кишиневым, пытаясь таким образом скрыть свою несостоятельность и доказать необходимость своего существования. Следуя логике Лечу, получается, что международное сообщество тоже мстит Гагаузию, отказываясь от контактов с приспешниками Шора в руководстве автономии. И у меня возникает вопрос, а они-то за что мстят? За то, что гагаузы не проголосовали за избрание Олафа Шольца в Бундестаг? А посольство Турции за что мстит, когда впускает делегацию из Гагаузии на прием в честь столетия Турецкой Республики после того, как оттуда уходит даже группа музыкантов, как говорит Елена Юрченко? Турция за что мстит? За то, что гагаузы не проголосовали за Эрдогана? Так получается? И что касается мести за избрание Гуцул, Лечу делает очень большой комплимент Гуцул, называя ее неугодным Кишиневу политиком. Таким образом, Лечу пытается убедить нас в том, что у Гуцул есть политическая субъектность. Лечу же не дурак, он прекрасно знает, что ни в Кишиневе, ни в самом Камрате, ни даже в самом исполкоме никто Гуцул не воспринимает как политическую единицу или субъект. Нет никакой мести. Гагаузы сами загнали себя в эту ситуацию. Жители Гагаузии проголосовали за табуретку Шора, в том числе и в значительной степени в отместку Кишиневу. Как в том известном выражении «назло маме не надену шапку и отморожу себе уши». А ведь нас, гагаузов, предупреждали о последствиях. Мы прекрасно знали, каковы будут последствия этого выбора. Об этом говорилось не раз. Народное собрание не раз призывали продемонстрировать свою субъектность и доказать, что Гагаузия – это не Шор. Но депутаты даже не пытались исправить ситуацию и не допустить передачу Гагаузии в концессию Шору. А сегодня они танцуют перед нами танцы с бубнами, пытаясь убедить нас в том, что они не такие. На этом Георгий Лечу не остановился и выдал очередную порцию явной лжи. Давайте послушаем. Апогеем целенаправленной антигагаузской политики стало принятие 5 октября 2023 года парламентом Республики Молдова в нарушении прав и полномочий гагаузской автономии без консультаций с местными властями и публичного обсуждения закона номер 285 о внесении изменений в налоговый кодекс. Данный закон сокращает центральный бюджет фактически на 1/3, то есть не менее 150 миллионов леев. Георгий Георгиевич, ну вы же участвовали на встрече с парламентом в составе делегации от Народного собрания, которая состоялась в августе этого года, где обсуждался этот законопроект. Вроде прошло не так много времени, чтобы забыть об этом и утверждать, что с Гагаузией никто не проконсультировался. Другой вопрос, что, скорее всего, депутаты Народного собрания не смогли убедить парламент в том, что этими деньгами не будет распоряжаться Илон Шор. Ну и перестаньте обманывать, никто не отнимает у Гагаузии эти деньги. Чисто технически эти деньги как поступали, так и будут поступать в бюджет Гагаузии. Просто теперь Гагаузия сама будет нести ответственность перед своими экономическими агентами. Гагаузия же постоянно требует самостоятельности. Хотели самостоятельность? Получите.
Взрослые люди сами платят за свой обед. И в конце концов, если Народное собрание считает, что парламент таким образом ущемил компетенции Гагаузии и нарушил закон об особом правовом статусе, у Народного собрания есть право обратиться в Конституционный суд, чего до сих пор не было сделано. Одни только бла-бла-бла. И тут возникает вопрос, депутаты вообще в состоянии защитить интересы Гагаузии или они могут только критиковать Кишинев? Ну а дальше Георгий Лечу принялся строить совсем апокалиптический сценарий. Совершенно очевидно, что реализация данного закона будет способствовать не только возможности полного блокирования работы органов местного публичного управления и социально-экономического развития Гагаузии, но и вообще возможности полноценного функционирования АТО Гагаузии как политического автономного образования в составе страны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это значит сокращение деятельности культурных учреждений, театров, дошкольных учреждений, сужение деятельности представительных и исполнительных ветвей власти Гагаузии. Все пропало, шеф. Примарии закроют, детские сады закроют, дома культуры и, самое главное, сузят исполком и Народное собрание. А если серьезно, то нет. Дошкольные учебные заведения финансируются из центрального бюджета Молдовы. Гагаузия никак не участвует в содержании детских садов. Дома культуры содержатся примариями, а не центральным бюджетом автономии. Поэтому закон, принятый парламентом по НДС для Гагаузии, никак не коснется примарий и дошкольных учебных заведений. Насколько мне известно, финансирование аппарата примарий осуществляется из собственных доходов сел и городов, а в случае, если им не хватает денег, они получают так называемые выравнивающие трансферты из центрального бюджета Гагаузии, но, как правило, из доходов бюджета Гагаузии, поступающих от подоходного налога с физических лиц, а не от НДС. Доходы бюджета Гагаузии от НДС, к сожалению, все эти годы использовались Башканом Гагаузии Ириной Влах как инструмент подкупа избирателей. Значительная часть доходов Гагаузии от НДС должна была идти на капитальные инвестиции в селах и городах автономии, но шли в основном на те самые социальные программы Ирины Влах, которые она использовала для обеспечения своей электоральной базы. И тут, что называется, к катулийской гадалке не ходи, но Шор использовал бы эти деньги в лучшем случае для того же самого. Поэтому, Георгий Георгиевич, выдохните, апокалипсис отменяется. А людей обманывать нехорошо, особенно генералу юстиции и бывшему главному прокурору Гагаузии. Ну а дальше Георгий Георгиевич начал жечь не по-детски. Расцениваем не просто как направленные на сужение прав и полномочий АТО Гагаузии, а его ликвидацию и одновременно как элементы целенаправленного экономического и финансового геноцида нашего народа. Ну, какой геноцид? Ну, честное слово. Вы таким образом договоритесь до того, что центральные власти пьют кровь гагаузских младенцев, а Уазу Нантой пользуется правом первой ночи в Гагаузии. Умерьте уже свои фантазии, это уже просто неприлично. Под конец своей речи Георгий Лечу встал на очень зыбкую почву, обвиняя Кишинев в экономических провалах Гагаузии. При этом Гагаузия финансируется из публичного бюджета гораздо меньше, чем другие регионы страны. Средняя заработная плата в Гагаузии фактически на треть меньше, чем по стране. Экономика менее развита. Валовый внутренний продукт на душу населения почти в 2 раза меньше, чем в среднем по стране. У меня, как и у любого другого гражданина этой страны, умеющего анализировать и знающего финансовые и экономические особенности Гагаузии, возникает вопрос, почему Гагаузия не смогла ими воспользоваться, чтобы повысить уровень жизни в автономии и добиться того, чтобы средний уровень заработной платы в Гагаузии был не ниже, а выше, чем средний уровень заработной платы по стране. Извините, но бюджет Гагаузии уже несколько лет превышает 1 миллиард леев. В этом году бюджет Гагаузии на уровне 1,4 миллиардов, а в следующем году планируется на уровне 1,5 миллиардов леев. С 2015 по 2019 год Гагаузия пользовалась невероятной поддержкой западных партнеров по развитию. Все хотели и пытались реализовывать проекты в Гагаузии. Турция, ЕС, США, Великобритания, отдельные страны Европейского Союза. Гагаузия, в отличие от других районов Молдовы, получает в свой бюджет 100% НДС и акцизов, генерируемых гагаузскими предприятиями, а также 100% подоходного налога и налога на прибыль, собираемого на территории Гагаузии.
Ни у одного другого района страны нет таких преимуществ. И в этих условиях средняя заработная плата в Гагаузии ниже, чем средняя заработная плата по стране. Власти Гагаузии не смогли трансформировать эти преимущества в экономическое развитие, а в 2023 году слили эти преимущества в унитаз, сдав Гагаузию в концессию Шору, который находится под санкциями США и Европейского Союза. Как говорится, что на зеркало пенять, если рожа крива. Рядом с господином Лечу сидит Илья Узун, которого Лечу поддержал своим голосом на должность первого заместителя председателя исполкома, который отвечает за экономический блок в исполкоме, а не за падежи, как вы могли подумать. По идее, Георгий Лечу, как депутат Народного собрания, должен задать вопрос Узуну, почему в Гагаузии сегодня заработная плата ниже, чем средняя заработная плата по стране. И, по идее, как депутат нескольких созывов, Лечу должен был задавать этот же вопрос Ирине Влах и ее исполкому, чего, как мы знаем, не было сделано. Сейчас же оказалось, что в этом всем виноват Кишинев, а не беспомощность и некомпетентность гагаузских властей. И может, депутатам нужно было активнее требовать от Башкана и исполкома конкретных шагов для экономического развития, а не бороться с ЛГБТ и защищать георгиевскую ленточку. Выступление Георгия Лечу олицетворяет нарратив сторонников Константинова и Шора в Народном собрании, где в бедах Гагаузии виноват только Кишинев и особенно партия ПАС и Майя Санду. В этом нарративе Гагаузия представляется жертвой, а Илон Шор либо ни в чем не виноват, либо добродетель. Но как бы сторонники Шора не пытались натянуть на себя белый фраг, занимаясь подменой понятий и выдавая черное за белое и наоборот, отмыться от этого позора им не удастся. Потому что Шор – преступник и лидер ОПГ, Гуцул – его марионетка, и не пытается от этого откреститься. И вряд ли она от этого способна откреститься, сколько бы депутаты не призывали ее окститься. Депутаты, которые проголосовали за исполком Шора, как бы им это не нравилось, стали соучастниками преступления по передаче Гагаузии в концессию беглому преступнику Илону Шору. А гагаузы сами выбрали путь изоляции, проголосовав за Гуцул. В этой ситуации надо пенять только на себя. Теперь, возвращаясь к действиям, которые так и не были предприняты депутатами Народного собрания, теми, кто инициировал это внеочередное заседание. Несмотря на то, что говорились правильные и рациональные вещи, и даже были названы виновники всего этого, к сожалению, никто не зарегистрировал инициативы о снятии с должности Константинова и импичменте Гуцул. Самое верное решение в этой ситуации – это сместить Константинова с должности председателя и объявить импичмент Евгению Гуцул. Это единственное, что даст Гагаузии шанс обелиться. Депутаты Народного собрания неоднократно кричали, что Шор не равно Гагаузия. Кишинев неоднократно призывал гагаузских политиков продемонстрировать более проактивные действия, чтобы доказать, что действительно Шор не равно Гагаузия. Но гагаузские депутаты почему-то ждут активных действий из Кишинева, забыв о том, что 16 мая они же препятствовали Центру по борьбе с коррупцией проводить следственные действия в Гагаузии и встали на защиту Гуцул, а по сути на защиту Шора. Если Гагаузия требует от Кишинева самостоятельности, то она должна показать, что сама в состоянии решать свои проблемы. Гагаузия должна доказать, что может и, самое главное, хочет избавиться от такой проблемы, как Шор. Если вы считаете, что Шор и Константинов во главе Гагаузии – это проблема, то избавьте Гагаузию от этой проблемы. И для этого не нужно проводить трехчасовые заседания, размазывая мысль по стенке. Для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и свое стремление спасти Гагаузию, нужно сделать всего две вещи. Зарегистрировать инициативу об отставке Константинова и импичмента Евгения Гуцул и добиться отставки Константинова и импичмента Евгения Гуцул. А все остальное – это всего лишь волны в тазике и повышение ценника либо перед Шором, либо перед Москвой. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте делиться этим видео и ставить лайки. Поддержите нас, если у вас есть такая возможность. Вы можете сделать это через Patreon, либо у нас на сайте, нажав кнопку «Поддержать Нокта». Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Life. До свидания.